Здравствуйте, вы смотрите новости и коротко о главных событиях выпуска. На территории Барунхемчевского района Тувы сегодня объявлен траур по погибшей семье. В Хакасии прошли ежегодные тренировочные сборы спасателей Сибири по отработке беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8. Пришла весна, а вместе с ней опасность падения огромных сосулек. И перейдем к главным событиям выпуска. На территории Барунхемчевского района Тувы сегодня объявлен траур по погибшей семье. Об этом в субботу вечером глава Тувы Шалбан Караул заявил в своем блоге. Напомним, 4 марта при тушении пожара в квартире города Агдабурак были обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, в ванной комнате с признаками утопления в воде обнаружены тела малолетних детей супружеской пары. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела. С целью установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления, сотрудники полиции провели большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего, изъяли записи с видеокамер наблюдения и проверили на причастность к преступлению запечатленных на записи граждан. Также сотрудники полиции провели поквартирные и подворные обходы, отработали круг лиц, ранее судимых за совершение подобных противоправных деяний. Установлено, что к совершению преступления причастны две жительницы города Агдабурак, родные сестры 19 и 25 лет, распивавшие накануне с 35-летним потерпевшим спиртное в квартире. Известно, что у семейной пары осталась старшая дочь, учащаяся 6 класса, которая в эту ночь находилась в Кызыле. Предварительно установлено, что мотивом совершения данного преступления явилась ссора, возникшая между супругой и гостями потерпевшего, переросшая в драку. После совершенного преступления подозреваемые подожгли квартиру и скрылись с места происшествия. Соседи по лестничной клетке в связи с сильным задымлением вызвали пожарных, которыми и были обнаружены тела потерпевших. В настоящее время обе подозреваемые женщины задержаны, им предъявляется обвинение, с их участием проводятся допросы и другие следственные действия направлены на установление полной картины произошедшего. Следовательно, в ближайшее время в суд будут направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники мэрии города проводят ежедневный объезд города по выявлению домов, на крышах которых висят сосульки. И есть необходимость уборки снежного покрова. Жители многоквартирных домов должны требовать принятия таких мер у управляющих компаний ТСЖ, которые обслуживают их. На этой неделе специалисты территориального управления мэрии Западного и Правобережного районов Кызыла выписали 5 предписаний о ликвидации ледяных наростов и уборке сугробов с крыш руководителям управляющих компаний. О том, как проходят рейды, расскажет Чинчика Шпыков. На прошлой неделе к нам в редакцию обратились автолюбители, которые утверждали, что припарковали машину возле дома номер 8 по улице Байхакская, а после обнаружили ее разбитой. По их словам, повредили автомобиль не вандалы, а снег, который сбрасывали с крыши многоэтажки. Мы вот машину поставили, зашли в подъезд и там сидели, чай пили. Мы с района приехали, конечно, тут. И вдруг сигнализация у нас тут заорала. Выходим. Вот такая беда. И сверху ребята стоят, короче, снег бросает. И вот рядышком вот машина стояла, вот ему хоть нормально, более-менее обошлось, а вот первая машина, там капот, все засыпанный, короче. И вот нашу машину, вот смотрите. Вот смотрите, вот глыба тут лежала, двигатель горячий, она растаяла, вот тоже. И стекло разбито, и вот капот в 3-4 местах мятинах. Мужчины уверяли, что на момент парковки сигнальных лент в этом месте не было. К счастью, никто не пострадал, а вот машинам же предстоит ремонт. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Эта фраза героя киноленты «Джентльмены удачи» для кызылчан должна стать инструкцией для выживания на городских улицах и дворах. Если минувшая неделя прошла под знаком борьбы со снежными осадками, то теперь пришло время бороться с последствиями снегопада. В Кызыле полным ходом идет операция «Сосулька». Мы начали проводить мероприятия по предупреждению аварийно опасных ситуаций и обеспечения граждан населения во избежание образования сосулек на крышах многоквартирных домов, чтобы они были осторожны на улицах, на тротуарах, проходя, не знаю, под, скажем, этими арками возле крыш домов, чтобы
всегда смотрели наверх, смотрели сосульки во избежание попадания их и получения травм. Уборка снега и наледи с крыш – задача управляющей компании и ТСЖ многоквартирных домов. Для этого те, в свою очередь, должны нанять специалистов промышленного альпинизма. У нас сейчас ситуация такая. Вот крыши, скатные крыши, они убираются очень сложно, так как состояние многих крыш наших многоквартирных домов, оно как бы уже в ветхом состоянии. Соответственно, здесь необходимо управляющим компаниям нанимать специализированные организации, соответственно, с допуском. Люди, которые имеют допуск для работы на высоких точках, они спускаются, специализированно убирают этот мусор. Жители, естественно, они не могут убрать этот мусор, потому что это очень опасно на самом деле, особенно в наших многоквартирных домах. В Кызыле зачастую крыши многоквартирных домов различаются на два типа – плоские и скатные. Всего в столице около 300 домов со скатной кровлей. Именно с таких крыш и свисают ледяные глыбы. И если даже небольшая сосулька падает с высоты 5-го этажа, она в силах пробить и капот машины, и голову человека. В настоящее время у нас сейчас по нами проведенному рейду выявлены такие нарушения, как образование сосулек и несвоевременная уборка крыш многоквартирных домов скатного типа. В соответствии с правилами, нормами, правилами благоустройства выявлены нарушения, у нас штрафуются на граждан в размере от 2 до 3 тысяч идет штраф, на должностных лиц от 5 до 15 тысяч идет, на юридические лица от 10 до 50 тысяч штрафные санкции. С просьбой освободить здание от ледяных глыб стоит обратиться в ту компанию или организацию, на чьи плечи возложена ответственность за проведение этих работ, управляющей компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации. Если реакции от коммунальщиков не последовало, то можно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу Кызыла. А по сегодняшнему проведенному рейду специалистами мэрии столицы было выписано предписание управляющей компании, в чьем ведении находятся дома, в кратчайшие сроки устранить нарушения. Чинчик Кашпуков, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». И о новостях экономики. Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах, сообщает Интерфакс. Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2016 году составила 115,5 тысяч рублей, что на 4% больше, чем в 2015 году. Лидером по итогам года был аппарат правительства России. Его сотрудники получали в среднем 228,5 тысяч рублей в месяц. На втором месте администрация президента. Там средний показатель по зарплате немного вырос на 7% до 218,5 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Счетная палата Российской Федерации со средним уровнем в 180 тысяч рублей. В Совете Федерации средняя зарплата госслужащих равнялась 176 тысяч, в Госдуме 154 тысячи рублей. Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федерального агентства по делам национальностей, средняя заработная плата которых составляла 53 тысячи рублей. Число жалоб на участников финансового рынка, принятых Банком России в 2016 году, увеличилось почти на 50% и превысило 100 тысяч, пишет «Российская газета». Эта статистика говорит о том, что граждане стали более активно пользоваться возможностью защиты своих прав. Самое большое число жалоб касалось работы страховых компаний – 78%. Обращения, связанные с кредитными, потребительскими кооперативами и ломбардами, занимают второе место. Кстати, Банк России скоро запустит мобильное приложение для повышения финансовой грамотности населения. Оно будет многофункциональным. Кроме того, пользователи будут получать предупреждения о рисках и, что очень важно, будет режим онлайн-консультирования и подсказок в режиме чата. Далее новости короткой строкой. 2 марта в ходе проведения контрольно-рейдового мероприятия на территории заказника Каакский в Чедыхольском районе пресечена незаконная деятельность 3 жителей села Актал Чедыхольского района, которые в нарушении установленного режима заказника осуществляли незаконную охоту с использованием транспортного средства, а также незаконную рубку делового леса. В отношении данных граждан составлены 3 административных протокола.
Специалисты мэрии столицы проводят ежедневный объезд города по выявлению домов, на крышах которых висят сосульки и есть необходимость уборки снежного покрова. Жители многоквартирных домов должны требовать принятия таких мер у управляющих компаний ТСЖ, которые обслуживают их. О бездействии коммунальщиков горожане могут сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу Кызыла по телефону 2 31 42 и в департамент городского хозяйства по номеру 2 32 65. Директор Адыркежикской средней школы и водители уволены после ДТП со школьным автобусом в Тоджинском районе. Служебное расследование завершено. Во всех школах проводится работа по предотвращению подобных происшествий. Напомним, 24 февраля на автодороге Торахем-Адыркежик произошло ДТП с участием детей. В отношении водителя составлен административный материал по статье «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение». Несовершеннолетним пассажирам транспортного средства была оказана разовая медицинская помощь. В Министерстве здравоохранения Тувы провели рейтинг акушерско-гинекологических участков республики за прошедший год. Таковыми были признаны участки, которые по критериям, установленным специальной комиссией, в суммарном итоге получили от 85 до 100 баллов. Лучшими в республике Тыва были признаны участки номер 19, 1, 17 и 18 в Кызыле и женская консультация с села Цели Байтайгинского района. Также были отмечены лучшие врачи-акушер-гинекологи, акушерки и фельдшера. Команда популярного телешоу «Битва экстрасенсов» устроит кастинги в 5 регионах Сибири. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала ТНТ. Кастинги пройдут в 8 городах Сибири – в Новокузнецке, Кемерове, Улан-Удэ, Братске, Иркутске, Саяногорске, Барнауле и в Усолье-Сибирском. Напомним, в 13-м сезоне «Битвы» финалисткой стала сибирячка, ведьма из Новосибирска Елена Голунова. Сейчас мы прервемся на рекламу, после чего продолжим выпуск новостей. Подарки должны радовать. 1 марта ставка по кредиту 9,9%. Дарите счастье любимым вместе с Банком Восточный. Ваша недвижимость – это самое большое вложение. Защити свое вложение. Компания «Геотех» предлагает широкий выбор кадастровых услуг под ключ. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. Кызыл, Аюна Курседи, 54. Это выпуск новостей, мы продолжаем. И говорить мы сейчас будем о Международном женском дне и о том, какие мероприятия пройдут. В студию мы пригласили Жанну Аракча, начальника отдела культуры, департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем мэрия города порадует женщин к 8 марта? Международному женскому дню мероприятия уже начались, проводятся с 4 марта. Это были такие мероприятия: круглый стол на тему «Роль женщины в современном обществе», встреча молодежи, девушек и молодых женщин с членами Союза женщин Республики Тыва, представителями Совета молодых врачей перинатального центра. Тема была «Сохранение женского репродуктивного здоровья». А также у нас проводятся праздничные концерты. Они пройдут в арт-центре на Исылал, в ДК «Енисей». А также театр юного зрителя 8 марта приглашают на театрализованное представление «Дорогим мамам». Я знаю, что ТЮЗ подготовил замечательную программу. Там детишки будут выступать. Вот очень, наверное, интересно. Они ежегодно же делают, проводят? И ежегодно, и во все праздники, и в Шагай, и в Масленицу тоже они показывали свои сказки. Молодцы, у них замечательные постановки, и зал собирают полный, да? Да, зал собирается полный. А также во всех библиотеках оформлены выставки на такие темы, как «И полнятся любовью женщин души», «Праздник самых милых дам», «Бабушек, сестренок, мам». Это для школьников, да? Для школьников, да, выставки. И в марте есть такой денек, и для всех возрастных групп. А вот в ДК «Енисей» что пройдет? Какая там будет программа? В ДК «Енисея» пройдет заседание клуба по интересам «Дарите женщинам цветы». А вот интересно, это что такое заседание клуба? Там будет проводиться конкурс декоративно-прикладного искусства.
Здесь примут участие члены этого клуба и пригласили еще и женщин. И там проводится конкурс декоративно-прикладного искусства. Они будут соревноваться, да? Они будут делать, поделки? кто хорошо, красивый цветок сделает. А в прошлом году был такой конкурс? В прошлом году тоже был такой конкурс. А призы какие-то предусмотрены? Призы есть небольшие. Да? Небольшие такие поощрительные призы, поощрительные, да? А куда может молодежь сходить 8 марта? И может даже завтра? 8 марта можно сходить, праздничный концерт тоже состоится в арт-центре на Исылал. Потом еще можно на соревнованиях поучаствовать. Это соревнования по баскетболу среди студентов города и соревнования по настольному теннису среди молодежи. Вот еще соревнования, на самом деле, это очень интересная такая вот, в любой праздник, когда проходят соревнования, и Международный женский день, и вообще в любой праздник, студенты молодцы, они тоже очень хорошо готовятся. Вот соревнования уже проведены 5 марта в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Прошли открытые соревнования по плаванию, шахматам и настольному теннису. Здесь приняли участие очень много, вот больше 100 девушек и женщин города Кызыла. Наверное, им цветочки, подарок, да? Традиционно тюльпаны. Так, победители были награждены грамотами, медалями и ценными призами. А как у нас ежегодно поздравляют ветеранов? Ветеранов приглашаем, в этом году мы приглашаем на праздничный концерт, посвященный ко дню 8 марта в арт-центр. В этом году в арт-центр на Ислал. И что там будет? Там будем их поздравлять. Туда приглашены почетные граждане, ветераны Великой Отечественной войны, матери-героини, женщины, общественники, труженики, многодетные матери и женщины с ограниченными возможностями. Ну, конечно, им всем подарим цветы. Да, но у нас не так много, к сожалению, уже ветеранов остается, а те, кто не могут прийти? Те, кто не могут прийти, волонтеры нашего города. У нас в городе создан штаб волонтеров города Кызыла. Совместно под руководством департамента по социальной политике. Вот им на дом пойдут поздравлять. Это тоже очень приятно. А в детских садах какие-то мероприятия детские сады подготавливают? Департамент образования города Кызыла, департаментом образования подготовлено очень много мероприятий по этому поводу. Проводится конкурс модельных поздравительных открыток для мам. Конкурс рисунков, плакатов. Только с этого дня начинается в мире весна. Проводятся тематические классные часы на тему 8 марта, мамин праздник, славный день 8 марта. Праздники, посвященные Международному женскому дню с приглашением родителей и гостей. И выставку фотографий «Самая любимая». Замечательно. Но я благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли к нам. Мы продолжаем наш выпуск новостей. На территории Хакасии прошли ежегодные тренировочные сборы спасателей Сибири по отработке беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8. Цель занятий – подготовка к возможным спасательным операциям во время весенних сезонных рисков. Наставление давал коллегам со всей Сибири Олег Емельянов, спасатель 2 класса парашютно-десантного подразделения Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Первыми свои навыки десантирования оттачивали спасатели из Тувы. В Хакасию из Тувы были направлены 11 спасателей, чтобы провести тренировку по беспарашютному спуску. В преддверии весеннего сезона тувинские спасатели тренировались в десантировании с вертолета. Такой способ эвакуации используется, если пострадавшим нельзя приблизиться по земле во время паводков, лесных пожаров или, например, в тайге, если пострадал какой-нибудь турист, говорят спасатели. Ну а сейчас
О погоде. В столице завтра ясная погода, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 0 до +1. Ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%. В отдельные часы ожидается небольшая геомагнитная буря. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 2. В Орадане ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 14 градусов, днем минус 2. На Полке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром минус 8 градусов, днем плюс 2. В Танзве ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 7 градусов, днем плюс 1. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что новости вы также можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Всего доброго. Еженедельника Тува ТВ читайте. Куда обращаться, если налети сосульки угрожают жизни и здоровью? Внимание, участились случаи нападения бродячих собак на людей. Куда звонить? Буян Башкы рассказал, как надо жить в 2017-м. Масленица – любимый праздник кызылчан. Что говорят шаманы о годе огненного петуха? Внимание, продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес-джим». Новый недельный победитель. А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.